Здравствуйте, дамы и господа. Приветствую всех адекватных россиян. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы. Кавказцы — это грузины, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, черкесы, кабардинцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши. Автохтонные народы нашего Кавказа. Народы, которые имеют свою историю и территорию на Кавказе. Ассаламу алейкум, братья ингуши, братья чеченцы, войнахи. Я вас всех приветствую. Тема сегодня будет насыщенной. Вчера по электронной почте со мной связался мой давний знакомый татарин с Татарстана Рамиль. Тема нашего разговора была вступление Татарстана и других республик в состав Российской империи. Когда-то. Вот с этого и возникла вот эта вот тема. Вот Рамиль прислал такой текст на YouTube-канале в настоящее время. Есть такой YouTube-канал, эта тема поднималась. Вот с чего и возникла моя тема. Текст следующий. Республика Татарстан как государство объединена с Российской Федерацией, Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и данным договором. Совершенно верно, это так и есть. Ингуши тоже когда-то вошли в состав Российской империи в добровольно-принудительном порядке, как и многие народы Северного Кавказа. Почему в добровольно-принудительном порядке это было? И я именно вот так вот подчеркиваю это. Мы чуть позже с вами об этом поговорим. У Ингушетии есть даже и собственная конституция. Есть такая статья 11 Конституции Республики Ингушетия. Она гласит, статья 11 Конституции Республики Ингушетия. Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия. Важнейшая задача государства. Я подчеркну следующее в этом. Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия – важнейшая задача государства. О каких политических средствах идет речь? Идет речь о законе о реабилитации репрессированных народов. Насколько я знаю, за последние 25 лет ингушские чиновники и руководство республики, насколько я знаю, даже не заикнулось об этой статье 11 и тем более о законе о реабилитации репрессированных народов. То ли они боятся потерять свои министерские должности, портфели, то ли им просто все равно. В этом еще стоит разобраться. Подтверждению этому есть ответ, который мне был дан с администрации президента на письмо, на жалобу, которую я отправил на имя президента Российской Федерации с требованием исполнения закона о реабилитации репрессированных народов. И вот мне приходит такой ответ. Почему я говорю о том, что министры и чиновники и руководство Ингушетии за четверть века ни разу не ставило этот вопрос и не поднимало. Почему я в этом уверен? В этом ответе именно и говорится об этом. Вот он ответ. Я зачитаю. Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено 07.11.2019 года в форме электронного документа за регистрацией такого-то, такого-то, такого-то номера. В связи с тем, вы увидите, кстати, на экране вот этот ответ, который мне был дан. В связи с тем,
что в вашем заявлении отсутствует сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 07.11.2019 года за номером 111-90-53 вопросов правительством Республики Ингушетия, Федеральным агентством по делам национальностей, в компетенцию которых входит их решение, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов. Ваше обращение направлено в правительство Республики Ингушетия, Федеральное агентство по делам национальностей, за подписью С. Матвеев. И вот какое мне дают у нас уже ответ на это. Вот мне дают ответ. Администрация главы и правительства Республики Ингушетия. Управление по рассмотрению обращений граждан. Ваше обращение за номером УП-454 на имя президента Российской Федерации жалобой о неисполнении закона о реабилитации репрессированных народов рассмотрено в Управлении по рассмотрению обращений граждан администрации главы и правительства Республики Ингушетия. В результате чего мы сообщаем, что для решения данного вопроса вам необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением о принятии мер прокурорского реагирования. За подписью И.М. Мислауров. То есть Федеральное агентство по делам национальности Республики Ингушетия, Управление по рассмотрению обращений и жалоб направляет мою жалобу, направляет и объясняет мне, что мне надо обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. А как насчет Конституции Республики Ингушетия, статьи 11, где четко и ясно прописано возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия важнейшая задача государства, то есть нашей республики. Меня направляют в прокуратуру, чтобы я написал заявление, когда сама Конституция Республики Ингушетия говорит именно об этом, что политическими средствами мы должны вернуть отторгнутые Ингушетии территории. Удивительно, да? Я тоже так думаю. На всякий случай зачитаю вам закон о реабилитации репрессированных народов, вкратце, что он сам по себе представляет. Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики, насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. То есть получается, что сказанные мною слова, что министры Республики Ингушетия и само руководство Республики Ингушетия за четверть века не стукнуло и пальцем о том, чтобы осуществить механизмы по закону о реабилитации репрессированных народов. В Конституции Республики Ингушетия прописана статья 11 именно об этом. То есть они ничего по этому поводу не делали и не делают. Теперь мы поговорим о добровольно-принудительном вступлении ингушей в состав Российской империи. Во-первых, я хочу подчеркнуть, в состав Российской империи. Именно об этом вот только что и шла речь по поводу Республики Татарстана. Вот что вот гласит, как государство объединена с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан и данным договором. Совершенно верно. Вот Ингушетия и ингуши точно так же объединены с Россией, объединяет с Россией нас то, что Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Ингушетия. О добровольно-принудительном
вхождение ингушей, как и многих других народов, в состав Российской империи не должно быть и сомнения, на мой взгляд. Мы все прекрасно знаем, у Кавказа очень длинная память, у кавказцев память заложена практически на уровне генетики, ничего не забывается, поэтому мы прекрасно знаем, как с пушек расстреливали, сносились ингушские башни. Что происходило, мы знаем прекрасно. Но речь пойдет не об этом, а о другом. Когда ингуши входили в состав Российской империи, ингуши имели на тот момент свои территории как в горах, так и на плоскости. Как и чеченцы, которые тоже вошли в состав Российской империи, и другие народы, имели свои территории как на плоскости, так и в горах. За исключением Северной Осетии. Северная Осетия тоже вошла в состав Российской империи. Абсолютно добровольно. Точнее, она не вошла, она даже попросила защиты у русских войск. Вот именно Северная Осетия не имела своей территории в период вступления ее в состав Российской империи. Осетия, Северная Осетия, сама Северная Осетия создана на чужих территориях. То есть у осетин не было своих территорий. Территорий у них не было. Сама Северная Осетия создана на ингушских, кабардинских, карачаевских и балкарских территориях. Этому есть масса доказательств, есть карты. Карту вы увидите сейчас на экране. Есть архивные материалы. Это, в принципе, доказывать не надо, но тем не менее. Я сейчас зачту вам короткий текст, как осетины оказались во Владикавказе и на чьей территории построен город Владикавказ, точнее крепость Владикавказ. Вот у меня в руках Терские ведомости. Кстати, лжеисторики Осетии буквально прячутся в кусты, когда вот они видят и слышат такие факты. То есть они их не могут опровергнуть. Это опровергнуть не может никто практически. Терские ведомости, номер 75, 1911 год. Торжество празднования 50-летия основания города Владикавказ. Краткий очерк. Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказ. Раньше на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Заур. Но в 1784 году по распоряжению князя Потемкина на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ. А в 1785 году по указу императрицы Екатерины II от 9 мая в крепости была выстроена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости под защитой местных войск. Образовавшийся осетинский аул стал называться Капкай, что в переводе на русский язык означает «горные ворота». Оригинал газеты «Терские ведомости», номер 75, 1911 год. Далее. Есть такой, в то время был С.Д. Бурнашев, уполномоченный русского правительства в 1783-1787 годах. Вот что пишет он. В Заурове, на месте основания крепости Владикавказ, в период ведения переговоров с царем Восточной Грузии Ираклием II о вхождении Грузии в состав России, не раз встречались С.Д. Бурнашев, уполномоченный русского правительства с 1783 по 1787 года, при Ираклии II и Р.С. Потемкиным,
командующего Кавказской линии, доверенному лицу, высокообразованному С.Д. Бурнашеву было поручено историко-географическое описание Грузии и сопредельных народов, а также составление обстоятельств карты, что и было им выполнено. Генеральная карта Грузии, Грузинского царства с облегающими их областями и народами, обитавшими в Кавказских горах, изданная в 1797 году. Долгое время служила для руководства всем тем, кто был связан и занимался делами Кавказского края. Современник, свидетель и очевидец событий, принимавший в них личное участие, фотографию Бурнашева вы сейчас увидите на экране, принимавший участие, С.Д. Бурнашев не только указал, что в мае 1784 года у ингушской деревни Заурова была основана крепость Владикавказ, но как бы в назидание потомству, скажем, для будущих историков, чтобы впоследствии они не перепутали факты, при нанесении на карту условного знака место расположения крепости Владикавказ он пририсовал вплотную к этому знаку треугольник, снабдив надписью «Заурова ингуши». Вы сейчас увидите этот треугольник на экране на этой карте. С.Д. Бурнашев тем самым исключил всякую возможность кривотолков насчет места и времени основания крепости Владикавказ. Итак, вот именно об этом я и хотел с вами поговорить. Что касается статьи 11 Конституции Республики Ингушетия и исполнения закона о реабилитации репрессированных народов, я это особо подчеркну, мы должны требовать не только от руководства Российской Федерации, от Кремля и президента, но и в первую очередь от руководства Республики Ингушетия. Мы и от них должны требовать исполнения закона о реабилитации репрессированных народов, чтобы именно они, руководство Республики Ингушетия и наши министры, чиновники подняли и занимались этой темой. Они должны соблюдать Конституцию не только Российской Федерации, но и Конституцию Республики Ингушетия. Поэтому мы должны требовать не только от Кремля исполнения закона о реабилитации репрессированных народов и возвращения отторгнутых при насильственной депортации чеченцев в Ингушетию, Среднюю Азию и Казахстан ингушских территорий и переданных под юрисдикцию Северной Осетии и находящиеся до сих пор незаконно под юрисдикцией Северной Осетии, мы должны требовать от наших чиновников, чтобы они исполнили статью 11, чтобы они работали над ней и требовали возвращения ингушских территорий. Мы должны требовать от них. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч.